Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 30 января. Это у нас с вами пятница. Я буду смотреть на колоде «Цыганский пасьянс». Смотрю все знаки зодиака по очереди. Почему «Цыганский пасьянс»? Потому что у нас с вами день обещает быть очень спокойным. Он будет идти под арканом умеренность. И поэтому ничего плохого точно происходить не будет. А если и будет, то по аркану умеренности обычно это все разрешается очень легко, да, вот как-то без, знаете, без особых усилий для человека, чудесным образом. И это еще день, когда, вот знаете, ситуации могут затягиваться, могут быть какие-то ожидания, заминки, время может тянуться. Такое ощущение, что все как-то, знаете, переливается с пустого в порожнее. Поэтому вот сразу готовьтесь к тому, что в пятницу, если вы хотите что-то сделать быстро, если вам нужна какая-то скорость, то оно вот так не будет, как вы себе там планируете, думаете. Поэтому сейчас мы с вами еще посмотрим, что нам арканы, да, ой, арканы, господи, что нам пасьянс покажет. Овны, 30 января, пятница. Покажите мне, как для овнов пройдет этот день. Болезнь выпадает, череп. Роза. Угу. Ну, давайте проверим еще горизонталь, вертикаль. Вижу еще бокал. Бокал есть. Расческа есть. Удача есть. Вот как раз я только-только про это сказала, что даже если какие-то неприятности происходят, то они удачным, да, каким-то способом разрешаются. Вот вроде бы мы и ничего не сделали, а проблема сама собой раз и рассосалась. Да, вот это вот как раз про умеренность. Значит, смотрите, что выпадает. Выпадает, во-первых, тема здоровья. Череп выпал. Возможно, будут какие-то вопросы по здоровью. Может быть, просто будет какое-то такое, знаете, бессилие, слабость в этот день. Такое самочувствие не очень. Дальше у нас с вами выпадает неприятность, выпадает свидание, приятная встреча, бокал, то есть встреча где-то, возможно, в кафе, в ресторане, и карта удачи. Что бы ни происходило, мы понимаем, что все должно закончиться в итоге хорошо по удаче. Удача рядышком с нами. Вот такая информация для вас на пятницу. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к Тельцам. Так, Тельцы. 30 января. Тельцы, события дня. Колокольчик. Первое событие. Череп. Угу. Книга. Может быть, кстати, болезнь, больница.
Смотрим, что у нас еще здесь. Есть бабочка еще. Тоже, видите, показывает, что общение деловое, рабочее, но рядом колокольчик. Это пустые разговоры. Вот как я и сказала, по умеренности переливание с пустого в порожнее. Вроде встретились, должны были обсудить, что-то решить. В итоге пустой разговор. Ни к чему не привел. Так, сейчас я проверяю. О, еще есть сердце. Здесь нет, нет, нет. И здесь нет. Получается 5 событий. Первое. Тема здоровья может в этот день проигрываться у вас. Посещение госучреждения, казенный дом. Пустые разговоры, деловой разговор и общение с друзьями. Вот такие события для вас на пятницу. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Тридцатое января. 30 января, близнецы, пятница. Покажите мне, как для них пройдет этот день. Как для них пройдет пятница. Угу. Первое событие — бабочка. Угу. Лавровый венок. Рыбу нельзя. Колокольчик. Тоже интересно, как здесь проиграется. Пустой разговор. Да, закончится, деловой разговор закончится пустым или все-таки закончится успехом. Вот интересно, как у вас отыграется. Так, деньги. Мешок с деньгами. Здесь нет. Ага, есть еще роза. Здесь не вижу, значит, подкова нельзя. И здесь у нас нет. Выходит 5 событий. Первое, у вас выпадает деловой разговор. В этот день успех вас ждет. Вас ждут пустые разговоры, болтовня, свидание. Приятная встреча. Если не свидание, то приятная встреча, пустые разговоры. И мешок с деньгами. Но чаще он проигрывается как расходы, чем как доходы. Поэтому, возможно, будут какие-то покупки, траты в этот день. Ну, видите, какой у вас хороший день. Приятная встреча, успех в делах и какие-то события, связанные с деньгами. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим мы с вами дальше к ракам. Тридцатое января. Раки, события дня. Угу. Первое событие — сундук. Флаг уже нельзя. Мечи. Солнышко.
Опять же, да, вот смотрите, с одной стороны конфликт, с другой стороны радость. То есть завершение конфликта, примирение. И по карте умеренность в любых конфликтах мы в этот день находим компромисс. Да, вот мы вроде начинаем ругаться, у нас вроде разные мнения, а потом все-таки договариваемся друг с другом. Так, что у нас еще тут с вами есть? 2 сердца есть по горизонтали. Дальше колокольчик есть. Дальше бабочку нельзя. Нет, нет. Кровать есть. Кровать. Тайна. Замок. И здесь нет. Значит, смотрите, что вам выпало в этот день. Первое событие – деньги, сундук, финансовые поступления. Дальше пустые разговоры, болтовня, общение, радость, хорошее настроение, любовь, интимная связь, открытие секретов тайн. И скандал. Скандал, конфликт, выяснение отношений. 2 меча. Ну, очень похоже на то, что конфликт все-таки, видите, закончится примирением здесь в этот день. Ну и плюс сам аркан умеренности говорит, что ну плюс-минус мы должны там где-то успокоиться, взять себя в руки и прекратить ругаться, да, и помириться. Поэтому из минуса, единственный минус – это конфликт. А так у вас тут в любви все супер, деньги. Поэтому день хороший, за исключением одного события. Благодарю за внимание. Раки. Собираю сейчас карточки и будем смотреть, что у львов. Левушки. 30 января. События дня, львы. Львы, пятница. Подарок. Дорога, машина. Так, сейчас, секунду. Угу, молния. Конверт. Подкова. Горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, смотрите, 5 событий. Первое, подарочек в этот день получите или подарите. Может быть дорога, поездка. Конверт, получение новости, информации, либо получение какого-то документа. Удача, везение и новости, которые очень сильно вас удивят. Иногда даже молния показывает шок, да, шокирует. Также там может быть какая-то неожиданная информация, молния, да, вот как гром среди ясного неба, что-то вот такое. И видите, конверт же тоже выпал, новости, поэтому молния просто указывает на то, что они будут такие очень какие-то удивительные. Так что такая информация для вас, львы, на пятницу. Благодарю за просмотр, перехожу дальше к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. Дева. 30 января.
30 января, события Дня Девы. Угу. Свиток. Весы. Месяц. Чемодан. Шарики. Флаг, цепь. Ох, у вас тут сколько событий. Здесь два варианта. Видите, были часы и было два кольца события. Ну, я оставляю часы. Потом, значит, если вы увидели первые два кольца, это может быть тайная встреча в этот день. Тоже два варианта. Первый я увидела мешок, но еще есть и кораблик. Кораблик — это ожидание. Но я мешок увидела. Оставляю его. Лавровый венок. Да, вас тут, видите, побаловали событиями. Так. Периметр не вижу. Получается, в этот день у вас выпадает деловая встреча, может быть, с кем-то, причем рядом Луна. Это встреча, которая происходит, там, не знаю, раз в месяц, раз в 3 месяца, раз в неделю. То есть какая-то цикличность есть, и идет эта встреча. И временная разлука, чемодан. То есть вы встретились, расстались. Я думаю, что вот так события проиграются. В общем, временная разлука, расставание, деловая встреча, цикличность. Дальше сложный выбор у вас будет в этот день. Вас ждут очень хорошие новости, позитивные. Вас ждет успех в делах. Вас ждет победа. Ну, как у нас электричество дали. Победа. Сейчас пойду бегом видео загружать. Как раз видео на завтра еще не вышло. Да, карта дня на 29. Вот я пишу на 30, на 29 еще не вышло. Победа, мешок с деньгами — это часто расходы, успех. Ну, тут, кстати, видите, выпал нерешенный вопрос, но рядом победа. То есть еще и какой-то вопрос, который долгое время вы не могли решить, вот он может в пятницу решиться хорошим для вас результатом. Потому что рядом вот этот флаг. Поэтому такие события для вас. Еще забыла часы. Часы — это в этот день могут какие-то события переноситься, откладываться. По времени могут быть сдвиги. Возможно, очень много событий, и вы будете где-то не успевать. То есть вот вам нужно очень правильно распределить время в этот день, чтобы у вас все везде вы успели. Вот для вас такое еще предупреждение. Благодарю за внимание. Переходим к весам. 30 января, весы, события дня. Января, весы, события дня. Такое прям ощущение, что вот что-то тут есть. Угу, чашка чая.
ножницы. Угу. Здесь не вижу. Два события только нашла для вас. Первое событие – это гости, чашка чая. Вас позовут в гости, к вам придут в гости кто-то. И решение вопроса. То есть два события, оба хорошие. Может решиться вопрос какой-то, связанный с работой, делами, и могут быть гости. Больше ничего не вижу. Если вдруг вы что-то где-то увидите, ну, может быть, я пропустила какое-то событие, тогда у вас проиграется тут. Эта колода хороша тем, что, в принципе, события подписаны. Можно, да, прочитать значение. Ну, вроде как я так стараюсь не пропускать, но вроде бы не увидела для вас. Нашла только два. Благодарю за внимание. Если перехожу к скорпионам. Так, скорпиончики. 30 января. События дня скорпионы. Два сердца. Бабочка. Чемодан. Угу. Машина. Так, вижу еще я колокольчик вижу. И сейчас пробежимся, посмотрим. Ой, есть маска. Испортила нам тут всю картину. И еще бокал есть. Угу. Значит, смотрите, что за события выпали. Первое событие выпал деловой разговор, деловое общение, но да, к нему присоединилась маска. Поэтому это предупреждение. Смотрите, маска – обман. В разговоре вас пытаются обмануть. Рассказывают вам одно, да, подразумевая другое, будут делать третье, поэтому имейте в виду. Обман, деловой разговор. Дальше временная разлука, расставание с кем-то может быть, поездка может быть, машина, дорога выпала, пустые разговоры, болтовня, общение, любовь, два сердца и бокал, застолье, ну, может быть, свидание, да. Бокал, ну, может быть, опять же, свидание, может быть, и дома, в общем, тут и пустые разговоры могут быть связаны с личной жизнью. В общем, все события хорошие, кроме вот, если бы не эта маска, понимаете, в разговоре. Опять же, иногда, кстати, там бываем и мы. Мы на себя надеваем маску. Да, вот у нас есть какой-то разговор, и мы, допустим, там такие, настроение у нас веселое, нам хочется как-то так проявить себя повеселее, да, быть, а нам, допустим, надо быть сдержанными. Да, вот у нас серьезная встреча. И мы надеваем на себя маску сдержанности и сидим, да, ручки сложили и ведем себя очень серьезно. Хотя вот внутри, да, там хочется поюморить. Поэтому тут вот может быть и такой вариант проиграться таким образом. То есть не обязательно это прям вот обман, какое-то жульничество, шарлатаны, да, там какие-то и обманщики. Иногда и так. Так что, а может быть, знаете, как вариант, деловое отношение, да, допустим, и маска. Вы идете к косметологу. Это все-таки отношения между вами и, да, специалистом на какие-то процедуры, на масочки какие-нибудь там, или на чистку, или еще на что-нибудь. Тоже может быть, как вариант. Так что вот такая вот информация для вас, скорпиончики. Так, остальные события хорошие. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам.
Смотрим, сейчас я тут все соберу, так, чтобы у меня события не повторялись. И смотрим стрельцов. 30 января. События дня стрельцы. Покажите мне, что будет у стрельцов, какие события. Угу. Первое событие — рыба, вижу. Сердце. Кровать. Подкова. Подарочек нельзя. Угу. Машина. Удачная поездка. Розу нельзя. Корабль нельзя. Значит, смотрим. У вас первое событие — это скользкое дело, предупреждение, что вас могут втягивать в какие-то истории в этот день, поэтому будьте осторожны, внимательны, не поддавайтесь на провокации. Дальше общение с друзьями, интимная связь, удача, везение, фарт и поездка. Такие вот события для вас. В принципе, все события хорошие, кроме вот единственное рыба, предупреждение. Надо вам постараться этого избежать. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим дальше к козерожкам. — 30 января. Козероги, события дня. Первое событие — роза. Сундук. Дерево. Либо второй вариант — ножницы. Еще тоже можно, видите. Но я первое дерево увидела. Ножницы — это решение вопроса. Бабочку нельзя. Молния. Сердце. Так, значит, поехали, смотрим. Выпала вам сразу роза. Это приятная встреча будет в этот день, личная какая-то. Приглашение, вот, может быть, даже вас позовут. Приглашение, какая-то приятная встреча. Дальше финансовые поступления будут в пятницу. Общение с друзьями, может быть. И какие-то очень-очень интересные новости. Молния. Могут быть новости также по интернету, по телефону, в телеграм-каналах какие-то. Ну, в общем, это информация, которая вас очень сильно удивит.
В хорошую или в плохую сторону тут сложно сказать. Но это вот просто человека шокирует, но это может быть какой-то приятный шок или неприятный. Уже как это будет, да, покажет, как говорится, время. Ну, обычно события, которые рядом падают, по ним можно определить, да, какая новость. Ну, тут, видите, ничего не выпало, поэтому сложно сказать, что это будет за новость, информация для вас. Ну, в общем, вот такие события для вас, козерожки. Благодарю за внимание. Переходим дальше к водолеям. К нашим именинникам переходим. Ну, кто в этот день, конечно, именинник. Водолеи. 30 января. События дня. Водолеи. Пятница. Угу. Ох, видите, все крутится, падает, выворачивается. Водолеи. Угу. Да вижу, я вижу, все вижу. Такой достаточно, мне кажется, суматошный у вас день. Сейчас посмотрим, что нам покажут по событиям. Угу. Первое сразу же показывает победа. Флаг выпадает. Результативный он у вас будет. О, шарики хорошо. Маска не очень хорошо. Угу. Два сердца. Такое ощущение, что здесь что-то пропустила. Смотрю, глаза не видят. Вот по ощущению, как будто тут что-то есть. Так, ладно, смотрим горизонталь, вертикаль. Может быть, это обманчивое ощущение. Цепь нельзя. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Нет, здесь тоже не вижу. Значит, в итоге, что... есть все-таки, видите? Вот глаз возвращается сюда, да, пытается, потому что чуйка есть, что тут что-то есть. И глаз пытается найти. Нашла все-таки лебедь. Значит, что получается? Победа выпадает вам в пятницу. Супер. Да, поэтому вас ждет победа в работе, в делах. Хорошо, если у вас там какие-нибудь конкурсы в этот день, соревнования, собеседования. Вас ждет победа. Дальше будут хорошие новости. Будет любовь и гармоничные отношения в паре. Видите, выпала любовь и верность. Единственное предупреждение – это маска, обман. Опять же, тут ложатся хорошие новости и рядом маска. То есть, возможно, какие-то хорошие новости, которые вы получите, это будет обманом. То есть, это будет неправда, эта информация, которую вы получите. Хотя она вроде как приятная. Ну, опять же, может быть, события проиграются отдельно. Сама по себе будет какая-то классная новость, а обман будет там, не знаю, ребенок там обманет, скажет, что он там купил это, а купил совсем другое. Да, сказал, что купил что-то полезное, а купил себе чипсы, да, и съел. То есть тут я не знаю, что это будет за обман, какого масштаба и будет ли он связан с этими новостями. Как говорится, уже когда поживем, увидим. А так много хороших событий. Любовь, новости, победа. Также водолеи, те, кто родился 30 января, кто родился в этот день, у вас будет весь год идти под арканом умеренность. То есть вот с 30 января этого года по 30 января следующего года. Это очень классный год. Год очень спокойный, мирный, очень такой позитивный. Очень редко, что в этот год были какие-то там неприятности, сложности, проблемы. Наоборот, в этот год все как-то так разрешается, все проблемы уходят, все сложности отступают, и все так, жизнь немножко налаживается. Поэтому если вы как-то связаны с разного рода наградами, какими-то кубками, медалями, какими-то грамотами, то вот очень часто, ну, по крайней мере, я замечала, что в год умеренности люди получают какие-то звания, титулы и получают вот эти награды. Поэтому вот если вы там как-то, да, вот к этому имеете какой-то, скажем так, причастны к этому, то тогда такое может быть.
Также, смотрите, Водолей, кто родился 31 числа и 1 февраля, так как я видео на выходные не пишу, я могу вам сказать, значит, кто родился 31 января, у вас будет год под арканом дьявол идти, кто родился 31, кто родился 1 февраля, сейчас я посчитаю, 1.02.2026, это у нас будет 13 аркан смерти. Вот кто родился 1 февраля, у вас будет идти год под арканом смерти. Год достаточно такой серьезный. Это год, который принесет за собой большие перемены в вашей жизни. То есть жизнь может кардинально поменяться. Вы можете поменять работу, вы можете выйти замуж, либо наоборот развестись, вы можете переехать, можете по карте смерть, может родиться ребенок, и это может круто поменять вашу жизнь. То есть вот происходят какие-то события такие глобальные в жизни человека. Поэтому вы стоите на пороге каких-то серьезных изменений. Так что вот для вас такая информация. Ну что, благодарю за внимание, переходим к рыбкам. Если вам хочется побольше узнать, вы можете зайти, у меня видео есть, называется «Карта года» на канале. В ютубе просто наберите «Таро дома. Карта года», и вам сразу ютуб выдаст это видео. И посмотрите, я там более подробно рассказываю про каждый год. И как раз послушайте, если вам интересно. Так, смотрим дальше рыбок. 30 января. Рыбы, события дня. Рыбки, мои рыбки. 30 января, пятница, события дня. Как для них пройдет пятница? Что, какие события будут основные? Змея. Завистники, змеи какие-то вокруг вас ползают. Может быть, здесь речь идет немножко о другом. Выпадает еще карта здоровья следом, да, череп, болезни. Возможно, это врач. Змея еще иногда врачей показывает. Так. Конверт, кстати, это может быть, например, какая-то справка, документ, бумажки, исследования какие-нибудь, анализы, разговор, обсуждение, деловой разговор, бумаги, да, вот больница, доктор. Ну, опять же, это я уже, конечно, приду. Видите, еще и казенный дом, да, больница выпала. То есть вот можно все 5 событий привязать к одному. Ну, по крайней мере, так читается. Хотя, конечно, у вас, может быть, это вообще все по-другому. Якорь. Якорь, кстати, может показывать, что в этот день вы как будто бы, знаете, это как выписка из больницы, да, или, ну вот, когда все заканчивается, точка, все, выздоровели и получили справку о том, что вы здоровы. Будильник. Корона тоже. Корона этот как раз может быть какой-то очень важный, влиятельный человек, там какой-нибудь доктор. Расческу нельзя. И здесь я не вижу совпадений. Значит, я рассказываю вам отдельно каждое событие. Не будем, да, привязываться к этой истории, что это типа там доктор, врач, больница, там анализы, все такое. Просто берем отдельно события. Змея. Это либо человек, который вам завидует и желает вам зла, либо это медработник. Тут 2 варианта. Дальше. Здоровье. Точно будете заниматься здоровьем в этот день. Будут подниматься эти темы. Казенный дом – это госучреждение, это может быть как школа, так это может быть и больница, и какая-нибудь налоговая, и какой-нибудь там горводоканал и так далее. Госучреждение. Дальше получение, конверт – это получение, но чаще всего новостей либо какого-то документа. Деловой разговор. Бабочка. Корона – это общение с влиятельным человеком. То есть, скорее всего, разговор будет с каким-то влиятельным человеком, и, возможно, вы что-то для себя вынесете из этого разговора. Якорь. Точка, остановка. Где-то очень надолго, особенно рядом с часами.
будильник, видите, показывает, что время будет тянуться, время будет, не знаю, там, переноситься, откладываться. Поэтому по якорю будьте готовы к тому, что в каком-то месте в этот день вы проведете очень-очень много времени, минимум часа 4, а то и больше. Может быть, это будет вот в этом казенном доме, как вариант. Поэтому вот для вас вот такие события. Как они будут проигрываться? Может быть, это вообще про одно событие нам все рассказывают. Да, там в госучреждении проводите много времени с этим человеком, какой-то разговор, да, и вот тут вот это касается, допустим, там здоровья. А может быть, это вообще какая-то другая история. Так что, рыбки, вот для вас такая информация. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.